Да блин. С галстуком не можешь разобраться. Сам никогда не завязывал. Вы умеете? Держи. О, Мне, честно говоря, лень их развязывать, завязывать. Я их вот в таком виде и держу. На. Держи. а чё? Держи еще. Ключи от машины? А что ты так удивляешься? Ты теперь не сам на себя работаешь, ты теперь госслужащий. А дела государственной важности требуют приезжать вовремя. Блин, спасибо, пап. Сын, я не хочу на тебя давить. Ты теперь не просто Даньяр, а Даньяр Эмильевич. Я хочу, чтобы ты об этом помнил. Конечно, пап. Я не подведу вас. Здесь у нас цех номер 1. Здесь выполняются основные работы по пошиву. Класс. Здесь у нас бухгалтерия, отдел снабжения. Это фурнитурная. Это отдел дизайна. Вот здесь и создаем наши коллекции. Я в этом отделе буду работать? Ну, конечно. Ну, может быть, в будущем. Так, девочки, у меня конференц-связь с Италией. Диана, покажи ей рабочее место. За мной? Видимо, мы вместе будем работать, да? Так это вы, помощник Талая Эргешевича? Ага. Данияр Эмильевич. Ну зачем же так официально? Можно просто Данияр. А здесь так принято. Это у нас водители, охранники и стажеры без отчеств. Но меня можно просто по имени. А у секретарей тоже есть отчество? Мы тоже без отчеств. Меня можно просто Сайкал. Хорошо. Да, здесь. Секунду. Талая Эргешев ждет вас. Здравствуйте, Талай Эргешевич. Даньяр, здравствуй. Присаживайся.
Я рад, что такие молодые люди, как ты, приходят на госслужбу. Мы же для чего работаем? Ради вас. Я далек от политики. Для меня самое главное – это работа. Работа во благо государства. Понимаешь? Ну, конечно, здесь много не заработаешь, но деньги разве важны? Правильно? Ну да, наверное. Рад, что мы нашли общий язык. Сработаемся? Приятно было познакомиться. Мне тоже. А Сайкал тебе объяснит, что делать? Хорошо. Ну как, шеф? Да вроде нормально. Где будет мое рабочее место? Будешь работать за вот этим столом. Сойдет. А чем будем заниматься? Ну, задача проста. Контролировать, кто зайдет к шефу на прием. В 9:45 заканчивается совещание у руководства. В 10 здесь начнет выстраиваться очередь. Надо следить, чтобы нужные люди попадали к нему беспрепятственно. А что делать с ненужными людьми? Ну, для них он либо в командировке, либо сам на приеме у кого-нибудь вышестоящего. Будем учиться справляться с гневом с помощью языка тела. Пекчаны смело выбивают страйк! Алло? Хорошо, мам, приеду. Мам, я же тебе еще не говорил, цеха-то нет больше. Ну, мы решили закрыть его. Мам, ну, что-нибудь да найду. Да не поругались мы, мам. Просто у всех свои дела. Дэн он на госслужбу пошел работать. Камила к крутому дизайнеру пошла работать. Мам, извини, я тебе позже перезвоню. Располагайся, чувствуй себя как дома. А что мне нужно делать? Где последняя партия готовой продукции? Ну, стриги нитки. Это что, шутка? Камила, у нас на производстве очень высокий стандарт качества. И недопустимо, чтобы какие-то нитки испортили нам репутацию. Нитки сами себя не постригут. Бери ножницы и давай, приступай к работе. Не знаю, говорила ли тебе Индира о моем опыте, но я способна на большее. Ты здесь новичок, а у новичков только один путь – стричь нитки. Я сюда не за этим пришла. Переведи меня в другой отдел. Ну, если хочешь в другой отдел, сама попроси об этом Индиру.
Хорошо. Что, с ума сошла? Ты куда? Я не собираюсь этим заниматься. Михаил. Талай Ергешевич, китайская делегация прибыла. Здравствуйте. Здравствуйте, а Талай Ергешевич у себя? Он на собрании будет через час. Он на совещании. Нет, его нет. Наконец-то обед. Где у вас тут можно покушать? Ты чего? Какой обед? В смысле какой? На котором едят. Который предусмотрен Трудовым кодексом. Данияр, это госслужба. И не вздумай тут никому про трудовой кодекс зарекаться. Ты еще надбавку попроси за переработку. Не, ничего не качаю, но у вас тут кушать же не запрещается. Добро пожаловать во власть. Власть? Сайкал, какая власть? Вот то и дело везде провожаем посетители к шефу, как швейцары какие-то. Давай я тебе объясню, чем мы тут занимаемся. Когда ты становишься большим чиновником, то к тебе все обращаются с какой-нибудь просьбой. И так повелось, что отказывать считается признаком дурного тона. И если к тебе кто-то обратился, то нужно сделать все, что в твоих силах, чтобы эту просьбу удовлетворить. И какая же наша власть в этой системе? В нашей с тобой власти решить, попадет этот человек на прием через 5 минут или через месяц. Как тебе такая власть? Ну хорошо, а нам что с этого? Если правильно поставишь себя, то и тебе перепадет что-то за твои услуги. Знаешь, сколько здесь коммерсов ошивается, которые просят помочь? И у всех у них есть деньги. Я думаю, с коммерсов не зазорно и деньги взять. Ты же продвинутая девушка. Коммерсы. Предприниматели, которых ты так называешь, они же рискуют каждый день, закладывая дом, квартиры, машины. Все, чтобы оправдать свой бизнес. Они, кстати, платят налоги, на которые мы получаем здесь зарплату. Ну раз закладывают, значит есть что закладывать. Дэн, салам, как дела? Алло, привет, бро. Слушай, времени совсем нету, давай, говори, что случилось. Знаешь, кого сейчас видел? Султана. Какого султана? Ну как какого? Друга твоего этого, который на деньги тебя кинул? А, этого что ли? Я уже забыл об этом. Слушай, не до него сейчас, дел много. Слушай, может пообедаем? Как раз и поговорим. И о Султане, и о твоей новой работе. Не могу, я тут взорваюсь, блин. Даже пообедать времени нету. Что за работа у тебя такая? Это госслужба, брат. Тем более первый день. Может, завтра время будет. Я тебе наберу, хорошо? Ну, давай завтра встретимся и как раз Каму тоже позову. Все, давай. Бек, привет, я не могу сейчас говорить. Слушай, ты что, избегаешь меня? Я тебя не избегаю. Сейчас правда неудобный момент. Давай потом поговорим. Может, пообедаем завтра? Хорошо, давай, с радостью. Ну, здорово. Дэн тоже будет. Алло, Кам. Ну, она сейчас вам все объяснит, конечно. Расскажи, Индире, что ты думаешь о работе нашего цеха. Индира, когда вы позвали меня сюда работать, вы сказали, что у меня есть потенциал. Я не чураюсь работы, я пришла сюда развиваться. Но у меня есть к вам одна просьба. Не надо тратить мое время впустую. Я же говорила, вообразила себе что-то. Камилочка, это тебе не Эна Бенацо, или как там твой цех назывался? Камень, ножницы, бумага. Ну и название. Молодец. У тебя есть характер. Это отличная черта.
Ну что ж, дорогая моя, если ты хочешь, чтобы тебя загрузили работой, Диана, переведите ее во второй цех. Пошли. Вот готовая продукция. Каждому изделию надо пришить молнию. Вот тебе полезная работа на каждый день. Сколько молний надо пришить? Ну, начнем с простого. По 100 в день. А дальше посмотрим. Добрый день. Вы готовы сделать заказ? Пока нет, спасибо, я друзей жду. Ты едешь? Бег, прости, я совсем забыла про обед. Ну, сейчас еще не поздно. Ты приедешь? Меня тут работой завалили, в прямом смысле. Наверное, даже не успею пообедать. Понятно. Ну не обижайся. Пусть эта работа немного устаканится, зато потом у нас будет больше времени для встреч. Да дело не в этом. Что за работа такая, где даже пообедать нельзя? Мне правда нужно работать. Извини. Ладно, давай. Блин, бро, извини, пожалуйста, еле вырвался. И то всего на полчаса. А где Камила? Ну ладно, пойдем. Строительная компания KG Construction за полгода своей работы вырвалась в лидеры нашего рынка. У меня была встреча с премьер-министром, и нас включили в общую программу ипотеки. Теперь наш заказчик – это государство, и мы будем строить жилье для всех граждан нашей страны. Выключите, пожалуйста, а? Видеть его морду не хочу. Я его теперь везде вижу. Надо бы потребовать у него свои деньги назад. Вот у кого все круто сложилось. У нас в цехе классно было. Все были вместе, все чем-то занимались. Каждый шел за своей мечтой. Я себя там нашел. И мне реально нравилось то, чем мы занимались. А сейчас будто на год назад откатился. Вы-то хоть работу себе нашли. А я опять безработный, бездельный. Поверь, бро, лучше быть безработным, чем с такой работой, как у меня. Что, настолько все плохо? Веришь? Не вижу ни цели, ни смысла. Какой-то фигней занимаюсь. Да ладно. Неужели ботинки шефу чистишь? А если бы еще ботинки чистил? Если бы он меня своими личными делами грузил, была бы отмазка уволиться. А тут гордость не позволяет. А при чем тут гордость, брат? Меня на работу же пахан устроил. Ну что я ему скажу? Извините, пап, я запарился? С работы звонит. Алло. Я на обеде? Да, сейчас приеду. Хорошо. Срочно вызывают, брат. Слушай, ты с Камилой увидишься? Ну да. Можешь ей передать кое-что? Столько дней вожу ее с собой. Можешь Камиле передать? Ладно, передам. Кстати, я вам за последний заказ деньги зачислил. Ладно, давай. Давай.
Ну что, непривычно на реальной работе? Это тебе не casual вещички для шаурму встречить. Слушай, почему ты все время так разговариваешь? Ты что, боишься конкуренции? Или боишься, что Индире кто-то больше может понравиться, чем ты? Не говори ерунды, дорогая моя, ты мне не конкурент. И тебе недорогая твоя. Ты даже индириными словечками разговариваешь. Я, конечно, понимаю, что ты ее ассистент, но не нужно быть цепным псом ее цеха. Послушай меня. Я здесь работаю уже 5 лет. Я знаю, где каждая нитка с иголкой здесь находится. Я так разговариваю, потому что здесь так принято разговаривать. Именно поэтому здесь все работают как часы. С людьми можно по-человечески разговаривать. Посмотрим, насколько тебя хватит с твоим характером. Что с тобой будет через месяц, когда ты наконец поймешь, что ты не такая уж и талантливая. И все твои мечты – это наивные выдумки. Дизайнером захотела стать? Ну-ну, удачи! Ну да, конечно. Все будет, все будет. Тарагишич, вы звали? Да нет, не вызывал. Ну, Сайкал сказал, у вас какое-то поручение ко мне. А, ну так сама бы и передала. Нужно забрать рубашки из химчистки. Съездишь? Ваши рубашки из химчистки. Да. А. Вот квитанция. Ну, Сайкал сказал, у вас что-то очень важное. Ну да. Меня пригласили на мероприятие, банкет вечером. Нужно быть в свежей рубашке. Ты адрес химчистки знаешь? Да к черту все, я увольняюсь. Ого, а ты шефу сказал? Плевать на его мнение. И на мнение всех вокруг. Байке, у вас тут девушка новая работает, Камила. Как ее найти? Да здесь 200 девушек работает. Я откуда знаю? А как найти ее? А вот зайди, спросишь, там скажут. Ладно, Рахмат. Бек? Привет, Кам. Так рада тебя видеть. Ты извини, наговорила тебе в последний раз. Кам, это не важно. Но я пришел не к тебе. Я пришел за тобой. В смысле? У меня рабочий день. Все, что ты здесь делаешь, это ерунда. Зачем ты работаешь ради чьих-то планов, когда можешь работать ради собственной мечты? Что ты такое говоришь? Кам, ну, разве ты здесь счастлива? Ты, я и Дэн, ну, да, мы не всегда знали, что делать, но мы же были счастливы там, в своем крошечном цехе. Теперь это мой новый цех. Это не твой цех, это цех Индиры Исаевой. Пойдем со мной. Я обещаю, что у нас получится. Мы сами пробьемся. Поднимемся с одной машинки. Мы вместе сделаем эту коллекцию и победим на неделе моды. Я буду с тобой и сделаю все, чтобы ты могла работать. Все это вокруг, это тебе не нужно. У нас уже и так все есть. Бек, давай потом поговорим. Я серьезно. Ладно, прости. Я скину тебе адрес в WhatsApp. Приезжай, у меня сюрприз. Извини за эту сцену. Я попросила его больше сюда не приходить.
Камила, зачем ты сюда пришла работать? Слушай, ну я же уже извинилась. Такого больше не повторится. Это простой вопрос. Зачем ты сюда пришла? Я хочу стать дизайнером. Хочу получить опыт. Мой тебе совет. Вали отсюда скорее. Ну, конечно. Ты же с первого дня об этом мечтаешь. Кажется, безмозглая. Ты думаешь, я не хотела стать дизайнером? Знаешь, что я поняла за эти 5 лет? Что? Что, скорее всего, я никогда не стану дизайнером. Эта профессия для меня уже утратила свое прежнее очарование. Ну, с Ниндирой часто такое с людьми бывает. Но я же вижу, что ты не такая, как эти швеи. Они сидят здесь от зарплаты до зарплаты. А ты не такая, у тебя есть мечта. Так вот, вали за мечтой своей. Диан, спасибо за такой совет. Я не ожидала. И вообще, здесь у девчонок нереальные проблемы с личной жизнью. Они здесь света белого не видят. Когда им еще с парнями встречаться? Спасибо тебе огромное. Ну, я тогда сегодня смену дошью и завтра оставлю заявление. Ой, не выпендривайся, а давай дуй к своему мальчику. Ой, ну все, давай, иди. Что это? Это наш новый цех. Дэн перечислил нам деньги, и этого хватило, чтобы оплатить пару месяцев аренды. Дальше же нужно думать, что делать. До показа на неделю моды всего 10 дней. Почему мы всегда откладываемся на последний момент? Кстати, наши швеи, оказывается, до сих пор сидят без заказа. Я думаю, они с радостью помогут тебе с коллекцией. Я думала, ты уволился. Да если бы я сам решал. Что я отцу скажу? Занеси ему, пожалуйста, видеть его не хочу. Ну что, готова ехать? Да. Даже не верится, что за неделю все успели. Только теперь страшно немного. Не бойся, мы справились. И это самое главное. Дэн приедет? Да, обещал приехать, поболеть за нас.
Камил, ты пока к конкурсу готовься, я через полчаса подъеду, ладно? Хорошо. Вы пришли интервью брать? Да. Что-то вы как-то не уверены по поводу госипотеки? Бектур Касымов. Да, это я. Султан Темирбаевич, уся? Посидите, пожалуйста, пару минут, я сейчас вернусь и проведу вас. Да, при встрече еще поговорим. Спасибо. Всего доброго. Вы что-то хотели? Я тебя знаю. Ты друг Дэна. Эрджан вроде, да? Пикджан. Пикджан. Кто тебя вообще сюда пустил? Ты кинул моего друга на деньги. Я пришел за этими деньгами. Ясно. Назира, вызовите мне, пожалуйста, начальника охраны. Только начальника охраны. Журналистов не надо пока. Ну, Бигджан, повтори, что ты там хотел? Ты кинул моего друга на большие деньги. Ты должен их вернуть. Шеф, может, я его ушатаю и выкину на улицу? Да нет, не нужно пока. Вроде все вежливо говорит. Если начнет допускать, можно будет выкинуть. Так я не понял, почему я должен деньги отдать? Султан, вот ты сейчас стал таким популярным. Публичное лицо, медийная личность. Но мы-то знаем, кто ты есть на самом деле. Я соберу пресс-конференцию. Я расскажу всем про твои подвиги. Поверь мне, тогда у тебя уже не будет такого благородного имиджа в СМИ, как сейчас. Мне плевать на общественное мнение. У меня очень много дел. Проводи его, пожалуйста, до выхода. Знаешь, Султан, может тебе и плевать на мнение общественности, но я знаю, что для тебя действительно важно. И что же это? Программа государственной ипотеки. И? Я понял, что весь этот спектакль про имидж молодого и честного бизнесмена направлен не на твоих клиентов, а на премьер-министра. Ты хочешь, чтобы он включил тебя в правительственную программу. Бигджан, не делай вид, что ты в этом что-то смыслишь. Проваливай. Ты думаешь, ты просто кинул моего друга? Ты отнял у него и у меня бизнес, мечту и дружбу. У меня сейчас ничего нет, мне нечего терять. У меня очень много свободного времени, и я посвящу месяц своей жизни тебе. Я найду каждого пацана, которого ты в детстве на районе кинул на жвачку. Соберу всех. Я сделаю так, чтобы все узнали, что тебе нельзя доверять госпрограмму. Что ты всего лишь лживое чмо, трепач и аферист. Ты что делаешь? Шеф, вы сами сказали. Будет допускать, чтоб ушатал я. Подними ее. Директор строительной компании, который занимается мошенничеством и избивает людей. Хороший заголовок. Я думаю, после такого на госпрограмму тебе можно не претендовать. Знаешь, а начну-ка я, пожалуй, с журналистов, что у тебя в приемной сидят. Стой, артист. Сколько я денег должен твоему другу? 10 тысяч долларов. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствуем вас на ежегодном конкурсе дизайнеров. С каждым годом растет количество участников, и этот год не стал исключением. Из рекордного количества заявок нам удалось отобрать 10 самых ярких и самых талантливых дизайнеров. Напомним, что победитель сегодняшнего конкурса получит замечательный приз, а именно стипендию, которая дает право на обучение в стенах самого модного и самого престижного итальянского института моды, института Марангони. Итак, под ваши бурные аплодисменты объявляем наш сегодняшний вечер открытым.
Я не отниму у вас много времени. О чем ты хотел поговорить, Бек? Эмиль Байке, я понимаю, что вы опекаете своего сына и желаете ему самого лучшего. Ты совершенно прав, Бекджан. И то, что он работает на госслужбе, ты должен понять. Это не назло тебе, а во благо Даньяра. И это я тоже понимаю. Просто вы не знаете, как он сейчас несчастлив. В цехе он занимался любимым делом. И этот бизнес раскрыл им его хорошие качества. Тебе там тоже очень нравилось, да, Бекджан? Даньяр для вас создал прекрасные условия. Даньяр мой лучший друг. Вы думаете, что я дармоед и паразит? Но мне ничего не нужно от этого цеха. Я просто хочу, чтобы мой друг был счастлив. Передайте это Даньяру, пожалуйста. Что это? Подарок от его старого друга, Султана. Ладно. Следующий дизайнер, который представит свою коллекцию, новичок в мире моды. Однако в определенных кругах она известна как дизайнер самой модной и самой востребованной школьной формы нашей столицы. Девочки, наш выход, готовимся. Сможет ли она покорить вершины фэшн-индустрии, узнаем сегодня вечером. Итак, приветствуем коллекцию компании «Камень, ножницы, бумага». Как? Бек, ты успел. Что с тобой? Это что, кровь? А не, это кетчуп. Как все прошло? Пока вроде не освистали. Я даже слышу аплодисменты. Дэн, и ты успел. Хотел пораньше, но с работы не отпустили. Теперь уж точно камень, ножницы, бумага в сборе. Дорогие друзья, итак, наконец-то наступил тот самый момент, которого все мы ждали с таким нетерпением. И с удовольствием я объявляю 3 финалистов сегодняшнего вечера. Напомню, что победитель получит стипендию на образование на базовом курсе в престижном дизайнерском колледже. Итак, наша 3 финалистов. Айгерим Бактыбекова, бренд Кеша Лук. Сонун Нурманбетова, бренд Сонун. И Камила Аденова, бренд Камень, ножницы, бумага. И победителем нашего сегодняшнего конкурса, лауреатом титула «Дизайнер года», а также обладателем стипендии в Институте Марангони становится Сонун Нурманбетова, бренд Сонун. Все равно ты была лучше. Жаль, только ты один так думаешь. Я тоже так думаю. Для нас ты и есть победитель. Кам, за этот год ты добилась больших успехов. Твою форму носит половина школьников города. Заняла 2 место на конкурсе молодых дизайнеров и поработала с Индирой. Если за 1 год ты этого добилась, представь, что будет дальше. Да не расстраивайся, Кам. Дебют и 2 место – это очень круто. Многие об этом только мечтают. Ребят, иногда занять 2 место хуже, чем 3. Но спасибо за поддержку. Рада, что сегодня мы собрались.
Камила, вы куда пропали? Вас все ищут. Я сейчас подойду. Имейте хотя бы немного уважения к организаторам. Могли бы выйти и поблагодарить зрителей и членов жюри. Хоть приз свой забрали бы. Какой приз? Ох, спецприза 2 место. Интенсивные курсы в этом вашем институте Марангоне. Серьезно? Не выигрывать, не проигрывать достойно не умеете. Ну вот видишь, все сложилось как нельзя лучше. Даже не верится. Слушай, Бек, мне тут отец звонил. Говорит, какой-то тайный поклонник приходил и оставил 10 тысяч долларов. Ничего не знаешь об этом? Ничего себе у тебя тайные поклонники. Ребят, я решил уволиться с госслужбы. Ты серьезно? Ну да. Отец не против. И тем более деньги же появились. Я тут подумал, было бы классно. Давайте снова цех откроем, а? Как вам такое предложение? Я на такое. Не, ну серьезно, ну ребят, мы будем партнерами. Нет. Давайте чекнемся, камень, ножницы, бумага. Не, ну что вы?